Добрый вечер. А теперь о главном. Главным событием прошлой недели стало освобождение под домашний арест Өмирбека Текебаева и Дүйшенкулы Чотонова. Первое заседание суда по вновь открывшимся обстоятельствам должно состояться в Первомайском суде 12 сентября. Поэтому после освобождения 29 августа Текебаев посетил Джалалабад, где встретился с общественностью области. В своем выступлении в Акмане Текебаев затронул много общественно значимых проблем от деятельности своей политической партии или попытках государственного переворота, предпринятых другими политиками в 2010 году, до деятельности прежнего президента Алмазбека Атамбаева и президента нынешнего Сооронбая Жээнбекова, что начало уже обсуждаться в обществе и социальных сетях. В нынешнем кыргызском обществе в последние месяцы установилось некое общее мнение, что на какую бы тему вы ни говорили, какие бы проблемы ни поднимали, даже очень далекие от политики, сразу звучат возражения и нарекания. А почему вы молчите про нынешнюю власть? На этот вопрос ответил в своем выступлении в Акмане Текебаев. Проблем много, но главное, в обществе и во власти началось обновление. Ал Атамбаев ушундай тагдырга кириптер кылуу менен өзүнө чоң жоопкерчилик алды. Өзү чоң тобокелчиликке барды. Поступив так с Атамбаевым, он взял на себя большую ответственность. Он сам пошел на риск. Он согласен на такую же судьбу. Если сам такое совершит, это прецедент. Прецедент – это урок. Это пример. Главное, ни один правитель не будет вечным. Второе, он этим говорит, что если он нарушит закон, с него тоже надо будет спросить. Так что идет процесс обновления. Ошентип, жаңылануу процесси уланып жатат. Политический кризис возник не просто из-за противостояния двух высоких политиков, а разрешение этого кризиса стало важнейшей вехой в политическом развитии Кыргызстана. Новая власть решила кризис в таком ключе, что такие явления, как при Атамбаеве, больше не должны повторяться. А если кто-то повторит, он будет наказан таким же образом. Такие намерения власти надо ценить. Жээнбековдун жасаган иштерин дагы туура болсо туура, туура эмес болсо туура эмес деп биз айтышыбыз керек, аны айтабыз. Бул эки дос чырдашты дейт. Бийлик талашты дейт. Дагы бир нерсе талашты билбейбиз. Анан жаңжалдашып элди. И действия Жээнбекова мы тоже будем оценивать, что правильно, а что неправильно. Многие говорят, это просто два друга повздорили, боролись между собой за власть, что-то не поделили, что из-за этого страдает народ и так далее. Но что из этого вышло? А вышло то, что мы узнали, какие неблаговидные вещи делал прежний президент. Это означает, что ничья власть не вечна, и заложена традиция, чтобы она не была вечной. Сооронбай Жээнбеков продолжает такую традицию. Если и он будет плохо работать, уже через 4 года будет отвечать перед законом. Мы потребуем, чтобы он ответил. Подобного в истории Кыргызстана не было, нет и в соседних странах. На то, чтобы решиться на это, понадобилось более чем 1,5 года. Неизвестно, смогли бы другие политики, если бы пришли к власти, решились бы на такое, каким бы путем они не достигли власти. Было огромное явное и скрытое сопротивление в обществе, в котором был запущен мем, что совершено предательство, и он до сих пор работает. Вся команда прежнего режима постоянно и целенаправленно играла на все последние 1,5 года на таких низменных чувствах людей. И в эту засаду попала и некоторая часть общества, которая считает себя продвинутой и интеллектуальной. Они зациклились на 1-2 проблемах, и любой вопрос поворачивают по любому поводу именно на них, чтобы показать себя якобы неподкупными и принципиальными, не замечая, какие другие принципиальные вещи происходят в обществе. Но это не значит, что уже установилась идиллия. Еще достаточно много проблем, потому что многие в среднем звене и даже несколько выше продолжают действовать так, как привыкли при прежней власти. Занимаются рейдерством и беззаконием, продолжают кошмарить бизнес и отнимать имущество. Власти должны от такого избавляться и исправлять ситуацию, чтобы соответствовать тому, что они провозглашают. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Айып. Всего вам хорошего и до свидания.